Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Ам-Шипшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Казани продолжаются международные спортивные игры БРИКС. О 8-м дне игр в материале Адицы Сагария. С 24 по 28 июня будет проводиться совместная штабная тренировка по управлению вооруженными силами Республики Абхазия. В декабре следующего года должна быть завершена программа по созданию единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных. О ходе реализации соответствующего постановления шла речь на встрече премьер-министра Александра Анкваб с председателем Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роландом Берулавом. Как сообщил руководитель Госкомсвязи, в настоящее время близятся к завершению ремонтно-строительные работы в помещении, где будет установлен центр обработки данных, создается инженерная инфраструктура. Премьер-министр поручил уделять особое внимание программе и выдерживать сроки ее реализации, имея в виду важность намеченных целей по цифровизации госуслуг гражданам. Ход работы над проектом памятника Герою Советского Союза Варлама Габлия Александр Анкваб обсудил с исполняющей обязанности министра культуры Динарой Смыры и скульптором Русланом Габлия. Соавторы проекта, скульпторы Амиран Адлиба и Руслан Габлия, из нескольких вариантов отобрали один, который был согласован с заинтересованными сторонами. Премьер-министр обратил внимание на необходимость завершения всех работ к концу текущего года. Памятник Варламу Габлия будет установлен в городе Ачамчира. С 24 по 28 июня будет проводиться совместная штабная тренировка по управлению вооруженными силами Республики Абхазия в случае непосредственной угрозы агрессии и в военное время. Учения проводятся в соответствии с указанием главнокомандующего вооруженными силами президента Аслана Бжаня и решением министра обороны Владимира Ануа под руководством начальника Генштаба Владимира Савченко. Штабная тренировка предусматривает отработку выполнения широкого спектра задач по стабилизации обстановки в оперативно важных районах Абхазии, территориальной обороны стратегически важных объектов инфраструктуры от ударов беспилотных летательных аппаратов. К учениям привлекаются Минобороны и Генштаб вооруженных сил, штабы территориальной обороны районов, воинские части постоянной готовности, резервные формирования и подразделения силовых структур. Делегация парламента Абхазии во главе со спикером Лаши Ашуба принимает участие в международном парламентском форуме СНГ «Пушкинские чтения». Перед началом форума его участники возложили цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. В колонном зале Дома Союзов состоялось пленарное заседание форума, которое открыл заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Приветствуя организаторов и участников форума, Ашуба подчеркнул, что в Абхазии знают, любят и чтят творчество Александра Пушкина. Он отметил, что русская литература широко изучается в школах Абхазии. В Абхазском госуниверситете есть кафедра русского языка и литературы. На филфаке готовят специалистов по этим предметам. Спикер высоко оценил исторически сложившиеся связи абхазских и российских писателей, дал положительную оценку реализации в республике проектов Россотрудничества и Минкульта России, рассказал о постановке на сцене Государственного русского театра драмы имени Искандера спектакля «Евгений Онегин» по бессмертному роману Пушкина. Печальная весть. На 77-м году ушел из жизни депутат парламента 2-го созыва, член Общественной палаты 4-го созыва, член Союза журналистов Абхазии Тенгиз Габуния. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба выразил соболезнования родным и близким. Тенгиз Махазович отличался своей принципиальной гражданской позицией, был активным участником абхазского национально-освободительного движения и общественно-политической жизни республики. Неоднократно представлял парламент за пределами страны. Коллеги Тенгиза Махазовича и сотрудники аппарата парламента вспоминают его добрый и отзывчивый характер, его открытость и готовность в трудную минуту прийти на помощь
любому человеку. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его родных и близких, коллег и однополчан, всех, кто знал и ценил этого замечательного человека, отмечается в соболезновании. МИД Абхазии направил ноту соболезнования в МИД Приднестровской Молдавской Республики по случаю 32-й годовщины Дня памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры. Народ Республики Абхазия, переживший Отечественную войну и знающий, что такое боль и от потерь своих сыновей и дочерей, скорбит сегодня вместе с братским народом Приднестровья, говорится в обращении. 19 июня 1992 года молдавские силовики предприняли штурм города для установления конституционного порядка. Боевые действия продолжались более 30 дней. Погибли 489 человек, в том числе 132 мирных жителя и 5 детей. За прошедшую неделю и праздничные дни сотрудниками подразделений госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1542 нарушения ПДД. Из них 44 факта управления автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Все водители привлечены к административной ответственности. 39 человек лишены водительских удостоверений. Личный состав Министерства внутренних дел нацелен на профилактику ДТП, снижение тяжести их последствий и активное участие в различных проводимых оперативно-профилактических мероприятиях. Преступление имущественного характера, имевшее место в городе Гагра, раскрыто сотрудниками уголовного розыска районного УВД. Задержан житель поселка Бзыпта Роман Иналыпа, 1973 года рождения. Злоумышленник сознался в том, что похитил у посетителя кафе «Фламинго» мужскую сумку, в которой находились документы, банковские карты, личные вещи и денежные средства. В отношении Иналыпа возбуждено уголовное дело и принято к производству. Подозреваемые заключен под стражу. В Потсдаме прошла встреча представителя ТПП Абхазии в Германии Вольфганга Мацке с политиками, журналистами и бизнесменами из Берлина, Бранденбурга, Саксонии и Мекленбурга. Мацке проинформировал собравшихся об инвестиционном потенциале Абхазии. При этом он сосредоточил внимание участников встречи на предстоящем запуске Сухумского аэропорта. Рассказал о бурно развивающейся на сегодняшний день строительной отрасли в Абхазии, об открытии курортного сезона и проектов, в котором в скором времени реализуемых при участии российских инвестиций. Гости также имели возможность познакомиться и попробовать абхазские напитки. Очередной успех абхазских спортсменов. В Казани продолжаются международные спортивные игры БРИКС. 19 июня представители Абхазии участвовали в соревнованиях по 3 дисциплинам. Это шахматы, греко-римская борьба и бокс. О 8-м дне игр и о том, какие результаты показывают наши спортсмены, в материале Ади Цисагария. 19 июня стал особенным для абхазских борцов и болельщиков. Представитель нашей сборной по греко-римской борьбе Рамазан Арабханов в финале. А это значит, что Абхазия может претендовать на одну из высших наград соревнования. В полуфинальном поединке Рамазан Арабханов встретился с представителем Азербайджана Кананом Абдуллазаде. В тяжелой борьбе за победу он техническим навыком опередил соперника и вышел в финал, где встретится с представителем России Сергеем Степановым. Рамазан, расскажи о своих ощущениях, расскажи, как тебе удалось победить столь именитых и сильных соперников и выйти в финал. Было очень напряженно, немножко волновался. Я знал, что для сборной Абхазии эта медаль очень важна. Но выложился на все 100. Завтра ждем победы. Обязательно. Абхазия вперед! Во дворце единоборств, где были проведены полуфинальные поединки по греко-римской борьбе, нашу республику также представили Эрик Квискири, Иван Хорошилов, Руслан Квициня, Тимур Инапшба. Тренер сборной Абхазии Размик Алабян. По заданному регламенту 19 июня соревнования прошли по следующим дисциплинам: греко-римская борьба, шахматы и бокс. Очень напряженная атмосфера, очень хорошие составы. Приехали здесь и чемпионы мира, и чемпионы Европы, чемпионы России, чемпионы Казахстана и многих других стран. Абхазские борцы выступили в 5 весах. И Арабханов Рамазан
вышел в финал и завтра будет бороться за первое место, за золото Игорь Брикс. И мы все надеемся, что первое золото Абхазии принесет он. А так, команда у нас дружная, настрой боевой, все готовимся, стараемся, поддерживаем друг друга. Конечно, ждем побед Абхазии в играх БРИКС. На соревнованиях по боксу в разных весовых категориях нашу страну представляют Герман Ардженя, Игорь Адлиба, Батал Чежа, Саир Качарава, Бета Аршба и Нестор Джанба. 19 июня первым на ринг вышел Нестор Джанба. Он одержал победу над боксером из Южной Осетии и вышел на следующий круг соревнований. На абхазских спортсменов в этом виде спорта возлагают большие надежды. Первый бой продышался, поработал. Соперник не очень был. Дальше лучше, думаю, будет все. Завтра у меня сейчас боксируют китайцы и южноамериканец. Победитель. На победителя я выхожу. Настрой боевой, все. С каждым боем будем добавлять. Делегация нашей страны в Казани в топе по численности болельщиков. Об этом говорит жаркая фан-зона на трибунах спортивных комплексов. А выступления участников абхазской сборной показывают, что они достойно представляют свою страну. Спортсмены возлагают большие надежды на медальный зачет. В общем, итоги 8-го соревновательного дня стали успешными для спортсменов нашей страны. Наибольшее наслаждение от игр БРИКС получают зрители абхазского телевидения, которые в каждом выпуске Амшикшара имеют возможность получить первые новости с площадок международных игр. Это не важно, что первое, второе, третье место. Самое главное, что флаг Абхазии уже кто-то знает, что такое Абхазия. Вы смотрите абхазское телевидение и вот следите за новостями по спортивным? Да, конечно. Мы смотрим каждый день, наблюдаем, волнуем, что наши спортсмены даже первое место, чтобы заняли первое место даже. Мы очень рады за ним, волнуем, молодцы. Еще раз хочу благодарить и спасибо сказать нашему абхазскому телевидению, то, что они транслируют и информацию нам дают. Хотя сейчас в Инстаграм и Фейсбуке все пишут, но все-таки, когда ты видишь по национальному телевидению, это очень приятно такое. На играх БРИКС задействовано 2000 волонтеров. Работают свыше 700 журналистов, в числе которых оператор абхазского телевидения Нарсо Цулуки, который оперативно отправляет видеоотчет государственному каналу. Спортсменов развозят шаттлами между 17 объектами. На каждый вечер в деревне Универсиада, где живут атлеты, проводят различные развлекательные мероприятия. Так, на форуме в Казани главная миссия спорта, объединяющая, действительно выполняется. В технопарке имени Башира Рамеева 11 партий сыграли абхазские шахматисты. Команду представили Отар Хурхумал, Ася Рюта, Теа Амичба и Руслан Запшба. По итогам дня Отар Хурхумал и Руслан Инапшба набрали по 4,5 балла. Это олимпийский результат. Сегодня на играх БРИКС второй день шахматных соревнований. Команды предстоит сыграть в формате БЛИЦ 11 партий в личном зачете. Команда постарается сегодня показать хороший результат и побороться за медали. Грядущие 5 дней обещают быть такими же насыщенными. Борьбу продолжат борцы, боксеры и шахматисты. Следите за новостями из Казани. Адица Сагария, Нарсо Цулуки, Ильдар Дамиров. Казань, Абхазия. Фонд Ашана открыл сбор на реабилитацию Аслана Джинджоля и Дамия Кучуберия. У детей редкое заболевание – несовершенный остеогенез, из-за которого у них хрупкие кости и частые переломы. Аслане и Дамею уже не раз делали операции, и это дало хорошие результаты. Дамей может стоять и у опоры, и переступать, ходить с ходунками. А у Аслана есть увеличение показателей плотности костей. Сейчас им необходим курс реабилитации в Москве в многопрофильном хирургическом центре. На это требуется 1 миллион рублей. О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале фонда Ашана или на официальном сайте фонда. 24 июня в концертном зале Пицунского храма состоится благотворительный концерт в поддержку Пицунской музыкальной школы. Перед зрителями выступят оперный певец Саид Говечи и заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия. В программу концерта включены произведения Генделя, Вивальди, Баха, Россини, неаполитанские песни. Начало концерта в 20 часов.
А сейчас расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 20 июня, на территории Абхазии местами ожидается дождь и гроза. Температура воздуха ночью 17-22, днем 22-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом информационный выпуск Амшекшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.